мы помним о том, что в истории была такая, ну, как это правильно сказать, понятие, не понятие, была Горская республика, не понятие, это было образование, объединение народов Северного Кавказа. Я более того обратил внимание, что она существовала приблизительно в одно и то же самое время, когда и Украинская Народная Республика, то есть это были вот эти межвоенное время, и приблизительно в одно и то же самое время провозгласили своей независимости, и приблизительно в то же самое время были уничтожены Советским Союзом вот этой Красной Армией. Я знаю, что вы рассматриваете Горскую республику как возможную концепцию для народов Кавказа в будущем. Вот могли бы вы об этом рассказать? Да, Алексей, спасибо, что вы затронули эту тему. Она на самом деле сегодня как бы уже у всех на слуху. Произошло это буквально 31 января. В Европарламенте проходила конференция, посвященная, форум свободных народов России. То есть эта конференция уже, это был 5-й форум, и там как один из вариантов, если рассматривать демонтаж или трансформацию России, Российской империи, новое какое-то государственное образование, я просто освежил так историческую память всем, просто что вот в такое время, в такой период была такая республика, это была конфедерация народов Кавказа, там 7 штатов входило туда, и образована она была в 1918 году. И что удивительно, когда мы рассматривали вопросы, связанные с Народной Республикой Украины, я обнаружил договор, который был, проект договора, который готовился к подписанию директории Народной Республики Украина и Горской Республики. Это был тот период после Первой мировой войны. Великобритания, Франция, они как бы не стали защищать и устанавливать дипломатические отношения с Горской республикой, также и с Народной Республикой Украины. Но в то же время Горская республика была признана Турцией, Австро-Венгрией, десятки стран признали ее, и она просуществовала ровно 3 года. Я думаю, что они просто одновременно и возникли, Народная Республика Украины и Горская Республика, но они еще тогда уже рассматривали вопрос о взаимодействии, о взаимоподдержке и взаимопомощи. Вот этот договор или проект договора, который был подготовлен в тот период, он очень интересно, очень символичен именно в данное время сейчас. И поэтому я, в принципе, передал этот документ и вашему руководству. И мы тоже очень внимательно сейчас изучаем этот вопрос. И я уверен в том, что если рассматривать вопрос о демонтаже, о трансформации России какое-то другое государственное образование, демонтаж Российской империи, естественно, вот эта часть Кавказа, она должна и может стать субъектом международного права на принципах, конфедеративных принципах, они могут создать вот такое новое государственное образование. Тем более велосипед изобретать не надо. Это уже было, оно было и сформировано, оно и существовало, оно и было признано. И поэтому возврат к этой конструкции, к этому проекту, я считаю это вполне реальным. И поэтому я это озвучил на конференции, которая на форуме 31 января в Европарламенте. Это действительно, как это сказать, очень символично, что уже тогда независимая Украина просуществовала очень недолго, да, был этот проект договора, но вы только что об этом сказали. А если говорить о тех, как скажем, странах, которые входили в это объединение Горской республики, вот если все-таки говорить о сегодняшнем времени, есть ли там ростки того, что подобное объединение возможно? Или все-таки мы больше говорим об историческом явлении, которое уже оно было и все? В 90-е годы прошел так называемый парад суверенитета. Практически все эти республики, которые тогда входили в Горскую республику, в эту конфедерацию, они приняли декларацию о государственном суверенитете в 90-м году, в 91-м году. Кроме Ингушетии и Дагестана, остальные республики
которые ранее входили вот в эту конфедерацию, они приняли декларацию о государственном суверенитете. Однако в 1992 году эти республики подписали федеративный договор с Россией, и получилось так, что образовалось новое государственное образование. На месте Советской империи должно было стать Федерация, Российская Федерация, куда вот эти республики, ранее завоеванные Россией колониальные республики, вошли в состав и создали новое государственное образование. И это было абсолютно легитимно. Чеченская республика такой договор не подписала. Остальные все подписали. Дело в том, что, почему я сейчас об этом говорю, когда сегодня говорят, вот для того, чтобы этот механизм, эта республика была воссоздана, Горская республика или конфедерация, сначала эти народы должны пройти этап становления как суверенные республики и как субъекты международного права. Этот этап эти республики уже прошли. Несмотря на то, что федеративный договор, подписанный в 1992 году, Россия в одностороннем порядке денонсировала этот договор федеративный, потому что этот договор был подписан на 10 лет, с 1992 по 2002. В 2002 году Путин отказался пролонгировать это соглашение, они создали новую структуру. И практически эти республики снова были лишены права на свободу, право на исповедание свободной религии, избрание руководителя. Ну, все элементы, которые необходимы для сохранения как этноса, эти народности лишились этого. И сегодня у них есть полное право вернуться вот к статусу кво до 1992 года, перед тем, когда они подписывали вот этот федеративный договор, который Россия сама в одностороннем порядке денонсировала. И самое дополнение к этому, вот буквально месяца два назад в Ингушетии создан Государственный комитет независимости, и они приняли уже декларацию о государственном суверенитете. Это произошло буквально сейчас, несколько месяцев назад. И это действительно историческое событие. И тот же процесс готовится сегодня и в Дагестане. То есть практически вот когда Дагестан примет вот эту декларацию о государственном суверенитете, эти все республики, которые входили в 1918 году в Конфедерацию народов Северного Кавказа, в правовом отношении у них есть все основания снова воссоздать. А как это будет происходить? Да, конечно, с ними надо работать. В первую очередь, вот этот проект должны поддержать Соединенные Штаты Америки, которые уже находятся на Кавказе. Это Украина, которая граничит с этой республикой, с Горской республикой. Это Европейский Союз, это Турция. Вот эти 4 субъекта, включая Европейский Союз как одно европейское государство, они должны быть заинтересованы. И вот, на мой взгляд, вот такой интерес у них есть у всех. Вот буквально недавно, позавчера вернулся наш министр иностранных дел, наравне с другими вопросами, которые там поднимались во время встреч с экспертами и с другими ведущими политиками, они обсуждали эту тему тоже. И, естественно, у них к этому есть очень серьезный интерес. И я думаю, что у Украины должен быть, Украина обязана рассматривать это очень серьезно, вот этот проект воссоздания или восстановления Горской республики или Конфедерации народов Кавказа, включая уже Краснодарский край и Ставрополь. При этом мы видим, как Кремль старается удержать эти республики